8 июня профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в преддверии праздников профессионального, да, но я вот не хотела бы, наверное, говорить, это профессия и так далее, потому что социальный работник сегодня, наверное, это не работа, это не профессия, это призвание. Это больше, чем работа, да, совершенно верно. Вот, и насколько сегодня это, может быть, сколько сегодня насчитывает эта сфера у нас, сколько у нас сегодня работников социальной сферы? Вообще мы относим к нашей социальной сфере не только тех, кто работает в наших реабилитационных центрах, домах-интернатах для пожилых и инвалидов, наших психоневрологических интернатах, детских учреждениях, там есть и приюты, есть и центры содействия семейному воспитанию. Сюда же, кстати говоря, мы относим и сферу занятости, которая вот совсем недавно, 33 года, отметила своего существования, поскольку они в нашем, вот в Большом Министерстве семьи и труда, то есть центры занятости тоже, да, там и трудовики есть. То есть сфера наша очень велика, да, то есть там от воспитателя там, до реабилитолога, как говорится, да, то есть разные специальности объединяет. И вот люди, которые работают в государственных учреждениях, их вот ровно 9 там, с лишним тысяч, да, но при этом есть еще некоммерческие организации, это непосредственно социальные работники, которые обслуживают людей на дому. Их там около 1500. Плюс у нас огромная армия Социального фонда России. Это фонд пенсионного и социального страхования. Еще добавляются люди. Плюс весь некоммерческий сектор, который практически весь занимается социалкой. И у нас, мы вот как-то садились, вот так считали, да, вот, и у нас получилось 15 тысяч человек. То есть вот эта армия добра насчитывает 15 тысяч человек. Ленара Хакимовна, День социального работника, вообще насколько это праздник с традициями, я имею в виду, насколько он давний? Вообще, в 2001 году президент Владимир Владимирович Путин издал указ, но это было ровно 8 июня 2001 года, день, когда появился этот праздник. То есть указом 8 июня определено было как праздник. Так вот, это можно как бы отмотать 300 лет назад, ровно в 1701 году, 8 июня наш царь всея Руси, император Петр I установил этот праздник, который обращает внимание на тех, кто помогает, как там было написано, сирым и убогим, домам презрения, тем, кто кормит бедных, там, и так далее, и так далее. То есть вот тем, кто занимается уходом за пожилыми и больными, вот дань уважения была еще в 1701 году Петром I установлена, а уже в Новой России это появилось в 2001 году, и у нас этот праздник не плавающий. То есть в этот раз он попал на субботу, а он может быть и в понедельник, и в среду, то есть вот 8 июня всегда. Ленара Хакимовна, вот это такое обширное понятие, День социального работника. Можно ли этому научиться? Понятно, что есть образование, можно получить, но при этом какие качества должны быть? Можно ли этому вообще научить? Или это должно идти от души, от сердца? Ну, вы знаете, вот я думаю, что однозначно базовые вещи как бы закладываются с воспитанием в детстве. То есть если ребенок добр, если... Вообще мы всегда говорим, человеку нужен человек. Никакая цифровизация не может отменить социальную работу. И если вот мы всегда видим же, там, девочка, ей очень хочется помогать кому-то, лечить там, я не знаю, кошечек, да, то есть она просто вот видно, что добрая душа у нее. Там мальчик тоже, да, то есть это прямо в детстве всегда определяется. И далее это превращается, например, в волонтерство. То есть ребята, которые, по-старому тимуровцы, да, то есть сейчас это называется волонтеры, то есть таких очень много, и это здорово, что в школах это культивируется. Как правило, вот те, у кого есть предпосылки, они потом идут на социальную работу, это нормальное высшее образование, и они становятся специалистами по социальной работе. Дальше они могут какие-то, там, так сказать, докручивать свою профессию и работать в любом учреждении нашего Большого министерства. Поэтому я хочу сказать, что милости просим. Вот я верю
в очень светлое будущее нашей профессии. Потому что, повторюсь, человеку всегда нужен будет человек. Понимаете, пока существует человечество, нужны будут и далее, мне кажется, нужны будут еще больше. Потому что продолжительность жизни растет. Вопросы ухода, вопросы психологического комфорта, выслушать человека. Вот у нас даже ведь у социального работника, вот знаете, там, ну, как бы начинать, если смотреть, да, государственную услугу, она состоит из разных подуслуг. Там есть даже, например, такое, как стрижка ногтей. Вот, ну, вот подумайте, вот, одинокий человек, немощный человек, ну, надо же это делать, да? То есть, ну, вот даже вот это есть, как бы, да, то есть это прописано. Есть там такая подуслуга, как беседа, да, там вот получается общение. Но, честно говоря, вот все остальное перекрывает вот это главное. Это вот именно общение, это вот когда душа с душой говорит, да, и я знаю, вот, ну, просто от многих людей, которые просто вот в быту, да, встречаются иногда, говорят: ой, у меня социальный работник, это для меня вот просто самый близкий человек. То есть для многих одиноких людей это реально единственная родная душа, которая точно придет, там, поможет по дому, все вопросы решит. Это вот непосредственно профессия социальный работник, тот, который обслуживает на дому. Вот, то есть у нас эти люди есть. А вот вы упомянули социальных участковых. Это тоже служба, которую мы в 2022 году создали. У нас на сегодняшний день их 129 человек, так, не так уж и много, но эти люди сумели, благодаря такому хорошему выстраиванию, в том числе с медициной, с соседями, с главами сельских поселений, если говорим о деревнях, да, если говорить о городах, это управляющие компании, выстроили работу так, что только за 2023 год они выявили 9 тысяч человек, которых мы не знали, что они нуждаются в каком-то вообще в помощи. То есть была оказана конкретная помощь. Сотни людей мы устроили в интернаты, то есть они, значит, сами вообще за собой уже не могут ухаживать. Извините, они просто лежали дома, лежмя, понимаете, да? Значит, тысячи людей мы взяли на обслуживание на дому. То есть вот мы выявили, вот понимаете, то есть это вот очень важный момент, когда вообще-то у нас по закону заявительный принцип, да, то есть мы работаем по заявительному принципу, но сейчас у нас уже активно внедряется выявительный, такой проактивный метод работы. И наша служба, которая связана с выплатами, ну, многие соцзащиту называют собесом и считают, что там, допустим, вот там пособие, льготы и так далее, это главная вот соцзащита. Да нет, вот мы еще услуги оказываем, да, но что касается денег, тоже очень важная часть, и там мы все больше внедряем такой проактивный принцип работы, когда вот случилось событие, ну, например, рождение ребенка, и уже без заявления родителей ему, например, начисляются там средства на карту, да, то есть если все условия назначения этой выплаты соблюдены. Вот, то есть вот я хочу сказать, служба наша, вот может людям казаться, что да что там соцзащита, да, честно говоря, такой динамично развивающейся сферы, такого динамично развивающегося законодательства вообще трудно найти. Вы знаете, что среди министерств нашей республики в правительстве у нас самое большое количество нормативных правовых актов и законов, которые мы вносим. То есть мы их вот просто постоянно, вот как бы вот мы, как и пирожки. То есть у нас постоянно что-то меняется. То есть ничего нет вот у нас стабильного. То есть у нас очень динамично развивается. У нас очень много учебы, каких-то выездов, форумов. И, кстати, на федеральном уровне республика на очень хорошем счету. Я уж так скромно скажу. Вернее, без ложной скромности, но не буду расшифровывать, да. Ленара Хакимовна, вот мы с вами вначале говорили о том, что социальные работники, да, это не работа, это должно быть призвание, да, профессия. Но и сейчас во многих областях есть кадровый дефицит. Вот как у вас с этим обстоит вопрос? У нас ужасный кадровый дефицит, как и у всех, собственно говоря. Я вот начала с того, что, ну, если у ребят есть какой-то, ну, как сказать, вот душевный отклик на эту тему. Кстати, вот надо сказать, что где-то, значит, на каком-то очередном мероприятии услышала цифру, что лишь 5% человечества любят пожилых. То
То есть, оказывается, и получается, вот эти 5% работают у нас, потому что они не меняют, извините, на красное и белое свою работу, да, то есть они не уходят продавцами там и так далее, при том, что зарплаты могут быть сопоставимы. Они просто любят, они прямо любят эту работу. То есть надо любить людей, любить детей, пожилых, инвалидов, чтобы работать у нас. То есть все-таки это базовое, да. А как сказать, и мы для того, чтобы вот этот кадровый дефицит восполнить, вот для того, чтобы привлечь в нашу сферу, сейчас очень активизировали работу с детьми, в том числе детьми наших сотрудников. Мы начали проводить семейные мероприятия. Вот у нас в корпоративной культуре появляется, в календаре нашем корпоративном появляется такое мероприятие, как большие семейные старты. Вот в этом году впервые организовали, 1 июня у нас был финал, то есть сначала в городах, потом в зонах. Лучшие семьи, ну, как бы отобрались, и вот 10 семей мы соревновались там. Это было очень вообще увлекательно, интересно, драйвово. Это было реально, ну, очень так захватывающе. И семьи потом вот, ну, такую дали обратную связь. То есть кто-то работает в детском учреждении, кто-то работает в реабилитационном центре, кто-то в доме престарелых, кто-то в интернате. И вот они говорили: у нас в Уфу, там, Бурзянский район, служба семьи была, да, то есть они говорят: мы в Уфе, нас сюда пригласили, мы так счастливы, спасибо, что вообще вот, ну, о нас вспомнили, что нас вытаскиваете, вот это слово «вытаскиваете», потому что, ну, все же в своей работе постоянно, да, и она такая, в общем-то, ну, достаточно эмоционально тяжелая, сложная, выматывающая, да, хотя я вообще считаю, что любая работа эмоционально сложная, потому что если ты в нее вкладываешь силы, она в любом случае эмоционально сложная. Вот, я не думаю, что это там сложнее, чем у учителя, например, работа, да, но все-таки мы более забыты, понимаете? То есть вот у нас мы более скромны, то есть нас не слышно и не видно, я бы сказала. И я всегда своим коллегам, вот сегодня у нас торжественное собрание, как раз сегодня вся республика собирается, и я всегда со сцены говорю одну и ту же фразу, и всегда говорю: ну, извините, но я всегда буду это говорить. Вас не видно и не слышно, потому что вы хорошо работаете. Как только какой-то прокол, опека и попечительство, какой-то там инвалид где-то замерз, да, где-то бездомный что-то случилось, тут же это становится, все таблоиды об этом пишут, все, значит, кому-то что-то не выплатили. Ужас, сколько будет шума. Я это говорю, потому что этого не происходит. Вот поэтому нас и не слышно. Потому что мы просто очень хорошо, качественно, но при этом скромно делаем свое дело. Вот это наша кредо. Ленар Хакимовна, вот. Спасибо огромное. А так вообще я очень благодарна вузам, которые вот сегодня у нас нет отбоя от желающих прийти на практику. Мы в этом году 2-й год проводим конкурс видеороликов среди школьников и студентов. Вы знаете, столько роликов пришло, столько интересных вот решений таких, вы знаете, вот нетривиальных. Они рассказывают про работу своих родителей, или они просто пришли в наше учреждение и рассказывают об этом. Это говорится детским языком, таким вот обыкновенным. Мне, кстати, хочется вам, вот, башкирскому спутниковому телевидению это тоже как бы передать, чтобы люди просто знали, что это существует. Потому что, вот понимаете, у нас вот сфера такая, ни один человек ведь не застрахован от того, чтобы стать нашим клиентом. К сожалению. К сожалению, скажу, я желаю всем быть здоровыми, там, богатыми, там, не нуждающимися ни в чем. Но так складывается жизнь иногда, что бывает нужда именно в наших услугах, в нашей помощи. Поэтому помните об этих людях. Вот это я обращаюсь к зрителям, да, то есть помните, пожалуйста, о том, что есть такая социальная служба. А ко всем нашим сотрудникам, ко всей нашей сфере хочу обратиться с пожеланиями для вас самих добра, признания, высоких зарплат. Все это у нас будет, коллеги, уверяю вас. Здоровья, обязательно семейного благополучия. Потому что только семья дает силы на то, чтобы вновь утром идти на работу и от души выполнять свое благородное дело, делать свое дело. Спасибо вам, коллеги. Спасибо вам огромное, Ленар Хакимовна, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали столько доброго, мы услышали сегодня, и мы надеемся, что вот такое вот большое сердце нашей республики социальных работников будет биться ровно, чтобы помогать людям. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.